Так, друзья, Сердик Хелшин, добрый вечер. С вами снова я. И хочу вам показать мой палисадник в плачевном состоянии, который то, что показывает, что я все-таки плохая хозяйка в действительности. В этом году, друзья, я действительно ничего не успеваю. Или это мой возраст, или моя лень уже, я не знаю. Но лениться, правда, у меня не получается. Но, скорее всего, возраст и болячки мои не дают мне все успевать везде. Пока я там с огородами, здесь палисадник мой зарос. Садик-палисадник, который рядом с кухней на заднем дворе, я еще более-менее несколько раз успела обработать. А здесь у меня руки действительно не доходили. Тем более здесь был вот свален весь этот забор. Я говорила, когда у нас был сильный ветер да град, у меня повалило весь забор. Они его делали. Ну, делали недолго, сделали они за 2-3 дня. Просто сын на работе был, не успевал. Просто у меня не было денег купить вот эти вот каркас, который надо сзади ставить. Мы опять его сделали деревянным. Лучше бы, конечно, если бы он был железным, но у меня на это не хватает денег. Так, вот, значит, друзья, сегодня пропалю, если смогу. Смогу, это значит, что здесь просто очень сыро после дождя. Цветов здесь было в действительности очень много. Но град побил. Однолетки мои практически все побило. Единственное, вот некоторые, вот видите, вот петуния белая сохранилась. Вон белая петуния, да вот цветная. Это петуния, ну, штук 7, наверное, кустов петунии. И вот этот 3, 4, 5 кустов львиного зева у меня сохранилось. Больше ничего. Град побил все. Это вот девчата ромашки. Но я ее не сажала, я не помню. Но я когда-то сажала, видимо, все-таки корень остался. И они как-то взошли. И я их в этом году чуть-чуть хотела прополоть, но не прополола, а оставила. Это, правда, они сейчас некрасивые, но они вот когда вот пышно расцвели, были красивые. Просто я сейчас их срежу сверху, корни оставлю, сверху вот срежу, а поближе к осени, где-то в сентябре, может быть, скорее всего, пересажу их или туда на задний палисадничек хочу пересадить, или сюда, но только чтобы вот они как-то сидят не к месту, но мне их жалко было выкапывать, я их оставила. Петуни, говорю, пионы у меня, вот видите, пионы отцвели, мне с ними сейчас тоже надо работать. Я сейчас, наверное, срежу ботву ихнюю, скорее всего, а осенью их пересажу. Так, друзья, вот покажу вам объем работы, который я сделала. Видите, все было заросшее, обросшее, но я его вычистила как смогла. Ромашки, которые здесь были, срезала. 4 куста их. Потом осенью поделю на каждый куст на 2 части. И здесь посажу, и на палисадник, который у меня сзади. Так, пионы тоже вон срезала. Оставила сантиметров 10-15 от земли. Пока срезала их, тоже в сентябре где-то пересажу. То ли в августе, то ли в сентябре. Я точно не помню. У меня где-то записано, когда нужно пересаживать пионы. По-моему, в августе. Пересажу их, потому что там этот дом соседский делает большую тень, и они плохо растут. Единственное, что хорошо тут растет, потому что тенелюбивые растения, это вот гортензия, этот и это 2 куста. Тут я говорила, что у меня было много однолеток, их рядом побило. Вот единственное, что вот оставались, тут немножко 5-6 кустов, 7 кустов, по-моему, петуния. Вот она сиреневая, ну вот эти вот еще отцвели уже, будут потом цвести. Вот 2 кустика белых львиного зева, 2 желтеньких и 1 вот этот красненький львиный зев. А вот эти бархатцы и цинии я пересадила сегодня с заднего огорода. И как раз после того, как я пересадила, хорошенечко прошелся дождь. Это календула самосевом у меня вот выросла. Там еще там по несколько штук самосевом выросла календула. Лилии я вот, видите, убрала. И у меня еще тут 4 кустика, по-моему, да, гладиолусов. Но они еще не цветут, скоро зацветут. Вот, друзья, не знаю, розы у меня в этом году болеют что-то. Может, что-то посоветуете, хотя кто-то мне посоветовал, но я не помню, что. Я их попрыскала, они вроде бы чуть-чуть лучше. Полила селитрой, и они чуть-чуть идут в рост. Это вот молодые розочки.
Вот это две красненькие, вот, которые зацвели, это желтенькая, это молодые, как я уже говорила. Это у меня вот две вот эти розы, и вон та вьющаяся, они у меня были и раньше. И у меня тут еще вот дикий виноград, мы его подвязали, и скоро он займет всю эту площадь, закроет весь этот навесик. Ну вот, друзья, вот так вот. Потом я чуть-чуть попозже сниму сзади палисадник, сад и огород. И вы увидите, что там у меня. А это палисадник, который у меня во дворе. Правда, он сейчас в плачевном виде, даже после того, как я его вычистила. Но ему надо еще время, чтобы он ожил. Во-первых, и трава не давала им хорошо расти. Да, в принципе, я и поливала в этом году, его не могла никак. У меня одна вертушка не успевала здесь полить, он не поливался. У меня практически этот палисадник. И 3 года, которые мы все время... Так, друзья, вот как я и говорила, палисадник, который у меня сзади, на заднем дворе, возле моей кухни, хоть и тоже в плачевном состоянии, если честно. Но здесь я уже успевала как-то и 2, и 3 раза пропалывала. И кое-что сажала здесь. Не так зарос, как палисадник во дворе. Здесь тоже, вот видите, этот забор тоже был повален. Забор тоже сделали. Это качели моей внучки. Вот так, немножечко расскажу вам об этом палисаднике. В этом палисаднике, друзья, у меня раньше была малина. Практически почти весь палисадник. Ну вот флоксы 1,5 метра я сажала, цветы всегда. Цветы у меня везде, в принципе, и в большом огороде бывали они, и здесь, и везде я цветы люблю. Я очень люблю цветы, причем разные, мне без разницы, розы, не розы. Каждый цветок по-своему красив, и каждый цветок я люблю. Раньше вообще я выращивала сама с семян любые цветы и сажала их везде, и пересаживала, рассаду делала. Просто этим последние годы я этим не занималась. Значит так, малина, которая у меня здесь была 10 лет подряд, мне очень хорошо плодоносила. 2-разовая малина. И причем была не просто на этом кусочке, а вот я вам скажу, этот участок 50 метров получается, и где-то метров 70 на 3 метра была у меня малина. Она очень здорово меня урачала. Малины у меня бывало очень много. Через день и по 10 килограмм, и по 5, и по 7, и по 8 собирала. Продавала свежую малину, продавала варенье, варила себе варенье, друзьям. Но через 10 лет, на 10-й, на 11-й год, она потихонечку стала у меня просто исчезать. Я не знала почему. И сейчас я, в принципе, это не знаю. Наверное, потом я где-то вычитала, что на одном месте малина растет только 10 лет. И вот, друзья, в этом году я прям удивилась. Весной у меня все-таки стала снова вырастать малина. Видите, вот, ну, не как она была посажена по ряду, а просто вот потихонечку вот так вот стала всходить. Вот, видите, по всему этому участку, но не по всему. А тут из-за того, что я перекапывала, наверное, не выросла. Потому что когда малина пропала, я на этом участке стала делать себе типа маленького огородика. И поэтому, наверное, не выросла. И вот дальше, вот туда, вот где вот деревья, вот туда дальше тоже вот в этом году выскочила малина. И там несколько кустов смородины. Но я этому рада очень, если честно. В этом году осенью хочу пересадить ее. Вот пересажу вот сюда, вот по ряду посажу, как она была, потому что малина в действительности нужна. Ну, а сейчас, на данный момент, здесь вот у меня, друзья, вот этот участок, который вот лежит перекопанный, у меня здесь был лук и укропчик, мы его уже съели. И здесь я уже успела, вот несколько дней тому назад, посадила петрушку и щавель. Но петрушка, если семена хорошие, должна взойти. Так, это... Нет, еще не взошла, это просто сорняк, видимо, растет. Но петрушка растет долго.
Но в этом году я не успею, она не успеет, типа, дойти до такого состояния, чтобы ее срывали. Просто я ее посадила на следующий год. На следующий год рано весной она должна выйти. Если вырастет, не знаю, не могу сказать, какие семена, не знаю, вырастет или нет. А так вот тут вот у меня вот петрушечка, вот этот вот небольшой кустик. Это прошлогодние петрушки вот. Вот петрушечка. А лук, который тут посажен был, у меня вот сожрали мои утки, которые, наверное, вы слышите, как орут. Недовольные, что я их закрыла. Видите, все сожрали. И потоптали, и сожрали, и цветы. Все, что могли, они смогли сделать. Так, вот тут вот посажен укропчик, он уже вот растет немножечко. Ну, я уже сказала, что действительно с ним мне очень помогает этот палисадник. Получается, палисадник, огород и сад 3 в одном у меня. Тут у меня и цветы, тут получается уже и малина, и деревья, и зелень бывает. В прошлом году я вообще даже посадила ряд помидор, ряд болгарки, ряд горького перца и немножко огурчики. И, вы знаете, было так хорошо, утром вышла, салатик себе, на салатик нарвала, и сразу же салатик готовый, не надо бегать в большой огород. Но в этом году я сажать не стала, здесь ни помидоров, ни огурцов, но огурцы выскочили сами. Видите, вот тут 2 кустика огурца. Сейчас я вам покажу. Тут вот один огурчик сам самосевом вырос. И вот эти огурчики я даже уже натянула на шпалеру, потому что было 5-6 кустиков. Они действительно тоже сами по себе, не знаю. Ну, может быть, семена у меня просто упали, и они выросли. И вот самосевом один помидорчик зашел. Вот так вот, друзья. Это про этот палисадник. Так, цветы. Цветы здесь были тоже в этом году. И петунии были, и сальвия была, и астры были. Но град их побил. Вот единственное, что вот тут вот немножечко вот остались астры. Ой, петунии кое-где. И то они в плачевном состоянии что-то не возвращаются обратно. А так вот флоксы у меня, видите, здесь были вот лилии. Очень красивые, но просто я даже как-то не сообразила снимать. Надо было снимать, когда они были. Вот такая лилия, и вон там, ну, поближе сниму. Здесь просто сыро, я поливала утром. И вот, видите, лилия такая была. И темно-бордовая лилия была, но она уже совсем упала. И видите, у нее листы, вот у лилии все побиты градом. Видно, что вот, видите, они действительно в плачевном состоянии. Это шток-роза тоже, видите, все листочки побиты, она страшная очень. Но я ее оставила, потому что эти шток-розы у меня там, понемножечку везде выскакивают сами самосевом. Когда-то я их сажала, и вот они с тех пор у меня то в огороде выскочат, то здесь, то там. Пусть растут. Я люблю любые цветы, как я сказала, любые. Мне нравятся все цветы. Так, бархатцы, вот, недавно пересаженные. И циния вот тоже. Но это я семенами сама сажала. Это уже все после града. И бархатцы, и цинии после града. Вот они пересажены, некоторые цветут. А эти бархатцы тоже успели сожрать мои утки. Утки и гуси. Не зря мой сын говорит, не разводить их. И тут я еще посадила кабачки. Но уже я их сажала, они не самосевом, посадила. Видите, кабачки тоже в плачевном состоянии, потому что их сожрали тоже мои гуси и утки. Так, вот такой вот мой огородчик. Да, еще покажу вам, как вот будет скоро зацветет. Только начал цвести гладиолус. А этот, бедному я палочку никак не приделаю, но он уже отцветает. А это уже такой гладиолус, уже отцветает. Вот так вот, друзья. Это получается у меня... тут еще гортензия у меня тоже. Я со того двора пересадила вот 2 кустика гортензии. Но на будущий год здесь, в общем-то, я намечаю, не знаю, как Аллах даст, будет, скорее всего, малина. Но для цветов я все равно место, конечно, выкрою. Так, это уже дальше идет этот же палисадник, этот же огород. Но тут уже, видите, здесь уже больше деревьев. Это айва, 2 груши, 3 яблони, 2 яблони в плодах. Есть плоды, есть яблоки, а на 3-м нет. Это его уже последствия града. Вот видите, здесь малина, вот немножко красная смородина есть. Короче, мне надо будет капитально осенью поработать в этом огороде. Так, дождик у нас начинается. Здесь еще на этом участке у меня
еще одна груша. Но все 3 груши это зимние. Вот эта груша. Вот. Но в этом году груш мало. В прошлом году было очень много груш. Даже ветки ломались и падали. Вот особенно на этих грушах. Ветки ломались прямо вот и падали от тяжести груш. Но в этом году град сделал все, что мог. Так что ни груш, ни... Ну вот единственное, яблоки. Но они тоже почему-то вот уже падают. Вроде бы и не червивые, вроде бы и нет ни гусениц, ничего, но они падают. Так, тут еще одно дерево абрикоса. Абрикоса тоже в этом году не было. Тоже они последствия града. Единственное, что у нас более-менее, но опять-таки по сравнению с другими годами, этот фундук в этом году очень мало плодоносит. Раньше тоже фундук был полностью обсыпан, но в этом году маловато. Но есть. Так, вот видите, фундук есть. И самое главное, вот он уже сейчас, вот в этом состоянии нам всем нравится больше. Особенно моему сыну, который сейчас в Москве, нравилось есть этот фундук именно вот в таком вот молочном состоянии. Он еще не созрел. До зрелости мы не оставляем, короче, этот фундук, мы его съедаем просто так. Так, вот это вот у нас, не знаю, затея сына, клубника. Пока посажены вот старые горшочки, что у меня были. Заявляет, что будет сажать ее в какую-то канализационную трубу пластиковую и зимой типа дома что-то с них будет. Не знаю, это его затея, не вникала, не смотрела. Так, вот сажала тыкву, потому что участок здесь вроде бы так пустой лежит. Здесь было раньше дерево было персиковое, оно у меня высохло. Тоже говорят, персик растет только 6 лет на одном месте. Я не знала, что после 6 лет персик погибает. Ну, вот это дерево пропало, здесь участок вот пустой. Поэтому я посадила здесь 3 куста тыквы, но эту тыкву мои утки, да и гуси в придачу изуродовали. Вот так вот, друзья. Одно лечит, другое калечит, как говорится. Так, эти крики у нас, крики наших как их, все время их забываю, перепелок. Так, вот эти 2 товарища у нас. Вот. Вот такие вот. Это тоже хобби моего сына. Так что живности разные у нас навалом. Перепелки у нас там во дворе в кладовке. Но просто окно с этой стороны, поэтому их слышно. Перепелок покажу вам попозже, наверное. Вот так вот, друзья. Вот обзор моего палисадника, моего сада. Я еще не показала деревья вот на той стороне в палисаднике. Тут вот я вам покажу черешня вот в углу. И калина. Вот калина хорошо в этом году вот зацвела. Будет калина. Это черешня. И вот черешня. И вот я вам покажу черешню. Она в кадр попадала понемножечку. Вот, вот представляете, вот ровная половина этого дерева свалилась. Друзья, это дерево, эта черешня и та черешня, эти 2 дерева были посажены моим мужем, которого с нами уже нет 15 лет. Поэтому это дерево для нас очень дорого. И мне бы хотелось его сохранить, но не знаю, оно очень трухлявое внутри. Не знаю, выдержит оно еще что-нибудь или нет. Но, по крайней мере, так оно зеленое, живое растет. Но вот если будет еще какой-нибудь сильный ветер, я не уверена, что оно держится. И, если честно, мои сыновья не решаются его и срубать. Но если оно повалится, в принципе, оно свалит тут все, наверное. Так, мои утки нам не дадут поговорить. Они очень недовольны, что я их закрыла. И уже, по-моему, даже нашли где-то лазейку и вылезли. Ну вот как-то так, друзья, рассказала вам о палисаднике, и о саде, и о огороде, который у меня тут на заднем дворе. Ну, вот как-то так. Пока, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.